Это у нас улица Казына в городе Шымкент. Находится она в районе Самал-3. Видите парня, который работает тяпкой? Он самостоятельно латает ямы здесь. Представляете, да? Это одна из самых отвратительных дорог, которые в Чимкенте вообще есть. Бауырым, қалай жағдай? Денсаулық қалай? Ассалаумағалейкум, Рака. Уағалейкум салам. Нормально? Сен мына магазинде жұмыс істейсің ба? Жоқ, мына үйде тұрамын. Келші бері қарай. Мен а то мына жолда тұрып отырмын, болмайды маған тоқтауға. Кім болады есімін? Бақытжан? Өте қуаныштым танысқаныма, Бақыт. Не істеп жатсың бұл жерде? Енді кішігірім қолдан келгенше жолдарын сәл ямаларын тегістеп. Красавчик екенін білесің ба? Әңгіме жоқ, братик. Қолдан келгенше. Мазарнет. Әке-шешеңе мыңда рахмет осындай тәрбие бергеніне, баласына. Красавчик, рахмет саған үлкен, брат. Мен қазір тікелей эфирде отырған ем негізінде. Сені байқап қалдым дағы, сразу саған қарай камераны бұрдым. Рахмет. Саған рахмет, брат. Акимге бір жолдауым бар еді енді. Бір ауыз айтып жіберейін, е? Ну чё, ребят? Наш акимат особенно. Абайская территория это. Это не Аль-Фараби, это конкретно абайская территория. Что сказать вам? Не буду громких слов таких, да, выражать, но честно, да, довести людей до такого состояния, чтобы они самостоятельно қолдан келгенше амал жасап кішкене жолды қалпына келтіргені, это, блин, ну, ребят, это по совести бьет, а. Ну, неправильно же, да, это некрасиво с вашей стороны. Вы бездействуете, а народ работает, что-то пытается делать. Блин, слов нету, ребят. Пацана жалко. Красава пацан, он ничего не потеряет от этого. Авторитет он наберет, ничего не потеряет. Дорога чуть-чуть лучше станет. Эти ямы, да, из-за которых постоянно там аварийные ситуации создаются, они не уменьшатся. Совести у вас просто не прибавится от того, что люди выходят из-за того, что эта дорога, да, годами такая. Я сейчас проеду по ней специально до Аргымбекова. Покажу я вам, как она выглядит. Это он не одну яму залатал. Ту яму, как вы уже поняли, я проехал, правильно? Вот слева еще две ямы, которые он залатал. Ёлки-палки, а подручным материалом. Это же просто жесть же какая-то. Вот еще две ямы. Блин, ну, у меня слов нет, конечно. Акимату Абайского района, отделу ПТАД, пассажирского транспорта автомобильных дорог, ДЭУ, дорожно-эксплуатационный участок Абайского района, посвящается. Мне не жалко мою машину. Вот эти вот колдобины, которые здесь, да, разбитый вот этот участок дороги, который уже больше года в таком ушатанном состоянии. Может, вы приведете в порядок, а? Лежачий полицейский, он уже вообще ничего не самое из себя не представляет. Он свое функциональное назначение вообще потерял. Он сравнялся с землей. Одно только название, что он есть. Что это вот это? Ха. Разве это искусственная неровность? Разве это препятствие? Освещение на этих улицах отсутствует, знаете, да? А здесь рядом недалеко школа. Вот буквально меньше остановки расстояние пройти. И уже школа. Это вот мы до сих пор по улице Казына едем. Перед нами сейчас строительный участок дороги Аргымбекова. Просто убитое состояние. Вообще никакое на этом участке дороги. Честно вам говорю. Тут от перекрестка до перекрестка не больше километра. Эй, мне просто не жалко мою машину, потому что
по правилам дорожного движения эти ямы это мои проблемы. Понимаете? Из-за того, что есть на дороге яма, если вы не знали, я не имею права выезжать на полосу встречного движения. Понимаете? Я не имею права. Нет такого правила, которое позволяет мне это делать. Вот я спускаюсь вниз по этой улице. Это просто же вообще жесть. Тут все сбрасывают скорость, потому что ну не все так могут относиться к правилам. Написано, что да, яма не является препятствием, а значит объезжать его нет необходимости, понимаете? Если это не препятствие, то значит его объезжать не надо. Ну а если не надо, то значит ехать надо по ней, по этой яме. Я очень надеюсь, что у нас в акимате Абайского района найдутся люди с волевым решением, которые конкретно займутся этим участком дороги. Вы там латаете что-то, там куда-то асфальт возите, непонятно. Вот они все эти ямы, вот они все эти дыры. И здесь тоже, между прочим, живут люди. И до того, как город расширился, этот район был городом. И он сейчас является городом. Если вы хотите знать, то это в принципе центр города. Нынешний центр, твою за ногу. Почти 20 сантиметров я провалился, у меня чашка сыграла аж, ё-моё. Вот такие у нас здесь дороги. Вот ты едешь по улице Хазана вниз. Там улица Юсупова, насколько я знаю. Вот до пересечения улицы Юсупова и сама Юсупова до самой Алматинки. До улицы Аль-Фараби. Не, ну это просто ужас же какой-то, а. Я парня, кстати, не просил эти ямы латать. Его никто не просил. Просто он здесь живет, понимаете? Жаны ашитын адамда өз еліне, өз халқына. Да, вот он, все, он бедолага сам это все. Смотри, сколько ям он залатал. Ёлки-палки. Вот они дыры, прям перед остановкой. А? На автобусе подъехать попробуй. Один человек внутри автобуса. О, смотри, как бомбежка здесь. Походу Донецк, Донбасс. Вот он на этой улице. Как классно. Просто вообще шикарно. Болтанка такая. Может, таким на велосипеде попробовать проехать. Я на мопеде здесь, если честно, очень тяжело проезжаю, потому что колеса маленькие. И он, бедный, скачет на каждой колды. Посмотрите, какие ямы здесь шикарные. Просто они вообще такие, знаете, тут, как называется? Отборные. Просто отборнейший сорт этих ям. Я вот сейчас специально по этому участку дороги еще проеду до улицы Бауржан-Мамушулы. Там тоже точно то же самое. Абсолютно одинаковое. Идентичное состояние дороги. Самал-3, как гетто у нас, да? Это просто жесть какая-то, ребят. У вас, кстати, асфальт, он тает. Его на 2 года максимум хватает. Насколько я знаю, технология, да, производства именно таких работ, да, она позволяет закладывать просто немыслимые гарантии при условии, что все использовано правильно. Что-то я там слышал по поводу того, что теперь можно будет этого исполнителя работ, не заказчика, а исполнителя, можно будет каждый раз дергать за качество. Вот, посмотрите, прекраснейший перекресток, вот. Сейчас я по нему назад проеду, чтобы людям просто не создавать помех здесь. Я развернусь сейчас здесь прямо и все. Вы посмотрите, как он выглядит, этот участок дороги. У нас тут недалеко улица Аль-Фараби. 6-й поликлиникой вместе. Вон, они вынуждены почти на эту сторону дороги заезжать для поворота, потому что там везде ямы. Смотрите, какие неровности здесь. Это же просто обалдеть. Это, кстати, тоже кто-то уже подсыпал. Вау. Мочка, блин, елки-палки. Чтобы здесь проехать, нужно реально быть готовым потратить одну свою зарплату, да, как минимум, на ходовку своего транспортного средства, ребят. Но это ненормально же.
что эти дырки появляются от того, что машины так ездят. Не может же машина шлифовать на одном месте до такой степени, чтобы дыра появилась. Это качество работ, качество асфальта. Разве не так? Ямочный ремонт вроде там заложен был. Видимо, обошел он стороной, да, третьими, вернее, этот Самал-3. Да, просто какой-то, конечно, здесь беспредел у вас. Да, тронуло, конечно, до глубины души то, что парнишка этот, да, ему никто ничего не говорил, его никто ничему не обязывал. Я еще не удивлюсь, что у него, скорее всего, есть автомобиль, и ко всему к этому он платит налоги постоянно. Не удивлюсь, если это так. Платит налоги за вот эти дороги. Классно, да? Слоган какой? Плати налоги, получи дороги. То есть все равно плати, и все равно фиг ты их получишь. Жесть какая-то просто, а. Вот мы по колдобинам добрались до того места, где этот парнишка залатал дорогу. Я здесь раньше тоже так скакал, да-да, благодаря вот этим латкам на асфальте. Машина хоть правнее проходит теперь, посвободнее. Там лежачие полицейские, из-за того, что вот стоит знак 40, внимание, дети. И здесь в основном люди переходят дорогу на остановку. Или же для того, чтобы попасть к себе в школу, потому что там есть дорога, которая ведет к школе как раз. Поэтому здесь водители вынуждают сбрасывать скорость путем установки этих искусственных неровностей, препятствий на дороге в виде лежачего полицейского. Ну вот один мы спокойно проехали, вот он второй. И все как бы нормально, что он там. Даже меня не остановил, я просто как шел 25-30 специально, так и проехал спокойно. Но прелести этого микрорайона, этого участка дороги, я так думаю, что вы уже увидели, поняли. Для тех, для кого это мало, пожалуйста, приезжайте. Это у нас улица Хазна, насколько я знаю. По-моему, еще название не изменилось за последние 2 или 3 дня, потому что здесь буквально 2 или 3 дня назад на том перекрестке из-за этих колдобин произошло ДТП между Опелем и Волгой. И я вызывал туда наряд полиции для того, чтобы составили схему ДТП. То есть я, насколько помню, эта улица называется Хазна. Поэтому если вдруг кто-то там из Акимата решит приехать посмотреть, милости просим, как говорится. Посмотрите, полюбуйтесь. Это результаты вашей работы. Это результаты вашего выбора подрядчиков для осуществления строительных работ на этом участке дороги. Понимаете? То есть как бы все нормально, да? Спасибо вам большое. Классно вы там работаете. Я вообще предложил бы, если честно, да, внедрить вам в Акимате, да, СМК, систему менеджмента качества. И посадить одного неподкупного спеца. Поставьте ему хорошую заработную плату. И пусть этот спец конкретно вас научит мониторить даже качество работы ваших партнеров, ваших подрядчиков. Понимаете? Я работал в одной такой компании, где задачей менеджера по СМК являлся поиск благополучных партнеров, поставщиков в том числе, которые отвечали бы как минимум требованиям нашей компании. То есть, понимаете, как это происходило? Нам нужна была кислота. Любая, серная, там, давайте не будем сильно, да, углубляться. Давайте перекись водорода возьмем 35%.
Нужен был поставщик, и, естественно, мы сначала изучали портфолио поставщика самого. После этого мы узнавали про штат, который там работает, про транспортные средства, про наличие их документов, про отсутствие каких-либо задолженностей. То есть такая кропотливая работа, которая давала нам воочию убедиться в том, что с этим партнером благонадежным можно будет строить какие-то на перспективу деловые отношения. Естественно, таким людям доверялась транспортировка, заказы больших объемов продукции, стабильная оплата всех, соответственно, платежей, долгосрочные отношения. Если вдруг в этой компании происходили какие-то изменения, то согласно договоров, соответственно, эта компания отчитывалась. И если вдруг эти изменения касались непосредственно наших взаимоотношений, то с этой компанией разрывался контракт. Все, начинался поиск новых партнеров. Точно таким же макаром, если кто-то из акиматовских сможет поставить эту работу правильно и не просто за деньги пропускать подрядчиков, то качество работы, соответственно, будет на высшем уровне. Понимаете? Но я так думаю, что я вообще все рассказал вам из области фантастики, да? Конечно, вы никогда на такое не пойдете, что там, есть же закон, все эти отношения регулируются, начхательское такое отношение ко всему. Главное сказать, что завтра можно будет с подрядчика все спросить, а кто это, интересно, будет делать? Давайте мы заключим какое-то соглашение с акиматом. Я вам дам пару компаний, работу которых вы сможете оплатить официально. Эти ребята возьмут пробы грунта разрушенного. То есть конкретно возьмут пробы асфальта. Я дам конкретно название и хорошие, действительно, лаборатории, которые дадут заключение о качестве использованного материала. И вот тогда давайте вы меня поддержите в том, что мы накажем эту компанию исполнителя, да? И, естественно, привлечем к ответственности самого непосредственно руководителя этого предприятия. Но более того, мы договоримся о том, что вы дадите мне возможность доказать родственные связи этих исполнителей с заказчиками, то есть с акиматом. Пойдем на это? Я согласен голову на плаху положить. Я это сделаю. Я докажу, что все тендера, что очень много у нас депутатов, даже в городе Шымкент, каждый раз при распиле бюджета тянут одеяло на свою сторону, потому что именно на его участке заложено строительство. И именно он занимается изысканиями и подбором каких-то компаний, которые для него лично по, соответственно, завышенным ценам сделает работу по определенному тендеру. Если кто-то из вас в акимате готов пойти на эту войну, холодную, но справедливую и нужную, то вы, в принципе, знаете, где меня найти. Я готов лично, да, конкретно предоставить данные, показать вам, как на самом деле выглядят ваши все эти тендерные махинации, как идет выбор у вас там этих поставщиков, как у вас там идет выбор исполнителя, какое он отношение этот исполнитель имеет непосредственно к заказчику, к кураторам, как они вообще производят приемку, как работает ОТК, если у вас там есть, или КК, то есть контроль качества, или отдел технического контроля, кто у вас там бы ни был, якобы который есть там. Я вам много чего могу показать. Я вам покажу пару компаний, которые готовят тендерную документацию. Прямо они вот так штампуют подряд удостоверение плотника, монтажника, там, что хотите, абсолютно все. Я могу много чего показать. Вы знаете, я никогда просто так свой рот не открою. Давайте просто подумаем о том, что мы действительно должны прийти к тому, что Аким сказал, дайте деньги, будут вам дороги. Деньги дали, дорог нету. Да? Или деньги не дали? А как дороги тогда строились? Давайте все придем к тому, что наконец-то мы хотя бы одно вот это направление выровняем.
Потому что каждый раз, да, тратить деньги на налог за транспортное средство, каждый раз тратится на ходовку, и при этом мне государство скидки никакие не дает, потому что ходовка-то страдает из-за качества дорог. Понимаете? То есть все это уже, если честно, начинает доставать. Давайте что-то делать вместе. Кстати, знаете, к слову, о том, о чем я сейчас говорил. Вообще Аким, сам Аким, да, наш Габидулла Зын-Зын, это человек с большой буквы. Да, как и человеку, ему, естественно, присуще делать какие-то ошибки. Но это не мое личное дело, не я его туда ставил, не я за него голосовал. Но то, что он делает, это, конечно, хорошо и правильно. Но иногда есть такие проекты, да, которые Акиму одному сделать не под силу. И вот тут нужны такие безбашенные люди, которые готовы положить голову на плаху. Ради того, чтобы показать, что закон есть, справедливость есть, Казахстан не беден, деньги у нас есть. То есть, если честно говорить, у нас слишком много лишних денег. У нас их просто нереально много. Сколько-то там раз мы переименовали Целиноград бедный. И ничего так, тянет карман казаха. Уважаемый Аким, я вас лично уважаю. Я это прямо говорю. Независимо от того, как вы свою работу ведете, что вы там делаете. Знаю я прекрасно о вашем самом близком окружении. Это тот самый костяк, который пытается бороться с коррупцией. Я это не пафосно говорю, я не подкалываю, я правду говорю. Я знаю об этом. Те самые несколько человек, которые пытаются, да, бороться со всем этим, которые пытаются работу выстраивать правильно, которые против реально коррупции, которые готовы биться до конца. Но, ребят, вашей борьбы нифига не видно. Не видно взаимодействий, потому что нет никаких. Это только ваша собственная там борьба. И для многих людей, как и для меня, она выглядит так. Вы обеспечили себя каким-то определенным доходом и заработком. И он достаточно неплохой для того, чтобы вы начали борьбу с коррупцией. Но если этих денег хватает, в принципе, да, а коррупцию у нас искоренить борьбой только одного Акима невозможно, давайте хотя бы займемся насущными проблемами, которые выглядят как разбитые дороги. Да? Вы знаете мой принципиальный подход к этим вещам. Я всегда стараюсь показать все в самом естественном виде, не приукрашая, не скрывая чего-то. Поэтому, если у вас будет время, давайте обсудим наши дальнейшие перспективы, совместную какую-то работу. Я как человек, как просто ячейка общества, могу просто внести какой-то свой вклад личный в освещение этих проблем. Я могу очень много подсказать решений этих проблем. Я не тот человек, который просто плачет и не дает возможности решить. Я конкретно могу сказать, здесь проблема, и вот так она решается. Достаточно просто выйти, соответственно, на тропу диалога. Ну, надеюсь, что этот эфир очень сильно взбодрит нашего Акима, кстати, которого в последнее время что-то не видать в эфире вообще. Не знаю почему. Ну, я очень надеюсь, что у нас впереди это лето, оно будет продуктивным. Я еще помню 2016 год, когда по одному моему видеообращению на следующее утро участок дороги на перекрестке Мангель на Стимирлановском шоссе был преображен в идеальнейшее состояние. Сейчас там опять дыры, короче. То есть асфальт не выдержал и трехлетней проверки. Я так думаю, что не Аким оплошал, а только те, кто там все-таки пытается в эти тендера свои носы повтыкать и засунуть кого-то. Кстати, я вообще не понимаю, почему вы узбекистанских рабочих допускаете к работе.
Вот этот вот вопрос меня интересует. Я бы очень хотел, чтобы этим вопросом занимался Ерасыл. Это тот самый человек, которому доверили управлять офисом по противодействию коррупции при акимате в городе Шымкент. Но на этой ноте я прощаюсь с вами со всеми, по крайней мере, до завтра. Всем пока-пока, удачи, увидимся.